Аноним задает такой вопрос. Доброе время суток, у меня к вам небольшой вопрос. Я с города Ташкента. Вопрос такой. У меня есть $1000, и я не знаю, на что вложить эти деньги. Помогите, прошу вас, чтобы доход был $2000. Ну, вы даете. Понимаете, да? У меня есть доход, то есть деньги $1000, хочу, чтобы от них доход был $2000. Иншаллах. Чтобы вы не болели, и дай Аллах, чтобы я стал таким человеком, как вы, Саид Мурадака. Спасибо, дорогой. Как вас зовут, не знаю. Здесь аноним написали. Но такого бизнеса я почти не знаю, где $1000 можешь вложить, чтобы получать $2000 каждый месяц. Почти такой бизнес я не знаю. Но смотрите, дорогой мой. Я могу вам советовать, что $1000, если у вас есть, это небольшая сумма. Чтобы вы его не потеряли, значит, надо их вложить в краткосрочные деньги. Что такое краткосрочные деньги? То есть, это вложить туда, где в течение 3-4 месяца вы быстрее оборачиваемость идет. Вы можете эти деньги возвращать, максимум это если за 12 месяцев. Но старайтесь, чтобы они быстрее оборачиваемости было. Чем больше оборачиваются ваши деньги, тем больше они принесут вам прибыль, и вы деньги не потеряете. Поэтому я рекомендую вам начинать с торговли. С такими маленькими суммами начинать с торговли или вложить какую-то услугу, где вы сами оказываете эту услугу. Создавать условия для оказания такого рода услуги и так далее. Но именно так вы можете это $1000 сделать 2000. Потом 2000, 4000. 4000 можно сделать 8000. Именно краткосрочные деньги. В самом начале делайте так, пока ваши деньги не растут более $50 000. Никогда не вкладывай их в разных других компаний, инвестиционные разные компании, которые тебе предлагают. Например, за границей, далекие и так далее. Если вложишь какую-то инвестиционную компанию, вложи ту компанию, которая у тебя перед глазами, и ты знаешь эту компанию, ты можешь пойти потом требовать. Хорошо, не надо их вкладывать какие-то там бешеными процентами, бешеными обещаниями, которые тебе дадут, что якобы ты вложишь, получаешь 2000. Обычно так деньги не работают.